Коробку Наримана Тюлеева все-таки сносят. Сам бывший мэр столицы и бизнесмен наконец появился в информационном поле. Мэр нынешний не родственник Садыру Джапарову, так он говорит. Вы смотрите Тандыр Медиа, меня зовут Валерий. Радости вам и душевного благополучия. Начнем. Мэр Бишкека Айбек Джанушалиев не родственник Садыру Джапарову. Об этом градоначальник на днях заявил на встрече с бишкекчанами. Жительница Свердловского района рассказала мэру о слухах, витающих среди бишкекчан. Якобы глава муниципалитета приходится родственником президенту, намекая на то, что Джанушалиев стал градоначальником не просто так. Честный мэр все опроверг. Birinci meni ökül atam kıldınız prezident'te. Anan güye olası kılıp otasıp düşüngen jokmун. Satır Nurkoçoyevич ayağının tarafından güye var. Ona Эми мындай айтайын, барыңарга маалымат катары айтып коюн. Менде президент менен эч кандай тууганчылык же болбосо башка байланыш жок, өкүл ата, өкүл апа деген нерсе жок. Мен бүгүн кызматкермин. Мен кызмат ордуна тиешелүү тартипте дайындалгам, ошон үчүн менде бир кызыктар же байланыш нерселер жок. В центре Бишкека сносят коробку Наримана Тюлеева. Ну, как сказать, сносят. Скорее, аккуратно разбирают, стараясь не повредить детали конструкции. О том, что здание на месте цветочных клумб возле ЦУМа уберут, дочь Наримана Тюлеева, глава компании Ташболот Холдинг Назгуль Тюлеева, анонсировала еще в середине марта. Однако до начала мая было неясно, сносят неудавшийся торговый центр или все-таки достраивают. В интернете звучали разные версии. Сейчас понятно точно, это здание мозолить глаза горожанам будет еще недолго. До конца лета, заявил недавно мэр Айбек Джанушалиев. Трехэтажную коробку около ЦУМа в Бишкеке планируют полностью снести к июлю-августу, сообщил мэр Айбек Джанушалиев. Там сейчас идут строительные работы. Постараемся успеть к этому времени завершить снос трехэтажного объекта. Там будет зеленая зона, мы выполняем свои обещания, сказал он журналистам. Кому принадлежала эта коробка, до сих пор остается загадкой. Строить ее начали сразу вместе с подземными переходами Олд-Бишкек. Ее первые очертания горожане увидели еще прошлым летом. И уже тогда возникали вопросы. Потому что объект никак не походил на тот эскизный проект, который распространила компания Олд-Бишкек. Более полугода мэрия делала вид, что нарушений никаких не видит. Однако загадочным образом после отставки Камчибека Ташиева Айбек Джанушалиев со своей свитой прозрел и поручил заморозить стройку коробки и снести непонятную металлическую конструкцию, возведенную на месте фонтанов. Все указывало на то, что коробка принадлежит компании Наримана Тюлеева. На странице Old Bishkek в Инстаграм ее рекламировали, рассказывали, что это еще один торговый комплекс, в котором будут продавать драгоценности. Когда стройку громко посетил Камчибек Ташиев, именно Нариман Тюлеев отчитывался за все нарушения. Именно ему было поручено снести третий этаж. Он его по итогу снес. Однако в середине марта, когда дочь бывшего мэра Назгуль Тюлеева анонсировала снос коробки, выяснилось, что она принадлежит 3 собственникам. Каким именно Назгуль Тюлеева не уточнила. Территорию под коробкой собираются озеленить. 2 недели назад компания Ташболот Холдинг объявила тендер на разработку и реализацию проекта благоустройства и озеленения данной территории. Насколько затянутся работы по созданию нового общественного пространства, неизвестно. Но ясно, что начнутся они в конце лета. Совсем скоро компания Old Bishkek обещает открыть долгожданную подземную парковку. Вся пиар-компания проекта была завязана именно на ней. Государственные телеканалы, чиновники мэрии обещали, что она поможет разгрузить центр города. Обещал это и Нариман Тюлеев, главный бенефициар проекта. Он раздавал интервью, рассказывал о всех плюсах Old Bishkek для города. Но после прозрения мэрии загадочно из информационного поля исчез. И вот недавно, словно феникс, воскрес в очередном пиар-материале главного государственного телеканала страны УТРК. Ни государство, ни правительство, ни мэрия не потратило ни копейки. Наоборот, мы существующую инфраструктуру здесь, которая находилась столько времени, 70 лет, да, не знаю сколько лет,
канализацию мы обновили, полностью новую канализацию, воду поменяли. То есть вот здесь лежат все новое сейчас, которым пользуются наши горожане. В самом материале говорится, что авторы проекта предусмотрели все нюансы. Будет не только красиво, но еще и комфортно. Определенно это так. Очень комфортно себя чувствуют люди с ограниченными возможностями и родители малышей. Ведь спуск в Олд-Бишкек не оборудован пандусами. Об этом горожане говорят уже несколько месяцев. Исправлять вроде ничего не спешат. Предусмотрели систему водоотвода. Недавние ливни это наглядно продемонстрировали. На потоп в центре Бишкека, где к завершению близится строительство проекта Олд-Бишкек, отреагировал прозревший мэр Айбек Джунушалиев. Он пообещал, что компания за это ответит. Это ответственность администрации Аламединского рынка, в отношении которой нами будут приняты меры, так же, как и по Олд-Бишкек. Какие именно меры, мэр не уточнил. Что в проекте предусмотрели водоотводную систему, стало понятно еще в канун Нового года. Тогда обещанная Нариманом Тюлеевым Монте-Карло превратилась в настоящую Венецию. При этом никаких гондол замечено не было. В парке имени Ататюрка вовсю ведется благоустройство территории. Накануне вице-мэр Азамат Кадыров показал журналистам, как проходят работы. Парк превращают в комфортную прогулочную зону. Никаких аттракционов там не будет. Строители создают зону для спокойного отдыха и занятия спортом. Запланированы площадки для занятия йогой, шахматная зона, воркаут-площадка, даже искусственный водоем. Будут и велодорожки. Их протяженность, как заявляет мэрия, составит около 3 километров. А еще кафе «Бермет» реконструируют. Владельца обязала мэрия. Также парку вернули 5 гектаров. Эту территорию тоже благоустроят. Планируется строительство музея воинов-афганцев и прогулочная зона. Работы спонсируют хозяева домов, когда-то построенных на территории парка. Таковых 84. Весной 2024 года мэрия решила снести эти дома, но затем муниципалитет и владельцы недвижимости договорились. Вторые пообещали профинансировать реконструкцию парка. Кадыров рассказал журналистам, почем скидывались хозяева домов. Вице-мэра цитирует издание «Кактус Медиа». На территории парка останутся только те построенные объекты, чьи владельцы внесли вклад. В отношении собственников, которые не внесли вклад, будут приняты меры. Мы будем с ними судиться вплоть до сноса их домов. И их земли включим в территорию парка. Что касается незастроенных частных территорий, то они тоже будут возвращены парку. Там будут высажены деревья и создан парк. Если собственники этих участков внесут вклад, то мэрия предоставит им взамен другие участки, но уже в новостройках города. Для частных жилых домов сумма взноса составляет $4500 за сотку. Для строительных компаний, возводящих многоэтажки и коммерческие объекты, $10 000 за квадратный метр. Помогать в благоустройстве отказались 28 домов. С ними мэрия собирается судиться. Может быть, эти объекты даже снесут. О домах в парке Ататюрка мэрия вспомнила в апреле 2024 года. Тогда Айбек Джунушалиев решил восстановить территорию парка в границах 1992 года, а дома, построенные там, снести. Владельцы тогда выступали против, даже мини-митинг организовали. Далее вопрос затянулся, мэрия судилась с жителями, и летом прошлого года градоначальник сообщил, что найден компромисс. Мэрия не будет никого сносить, если парку вернут 5 гектаров земли и за счет владельцев парк благоустроят. На этом мы сошлись. В этот же период муниципалитет сносил дома в жилмассиве Кокджар, и многие заговорили о двойных стандартах и о формальной взятке на государственном уровне. Однако подобные заявления опроверг Садыр Джапаров в интервью изданию «Кабар». Дома в парке Ататюрка тоже построили в 2005 году. Весной мы собрали всех этих людей в Интымак-Ордо и поставили вопрос. Либо вы на высшем уровне благоустраиваете парк для простых жителей, либо ваши дома будут снесены.
Они выбрали благоустройство парка. Для создания парка самого высокого уровня требуется порядка 500 миллионов сомов. На сегодняшний день они уже собрали около 100 миллионов сомов. С Божьей помощью там будет создан парк на самом высоком уровне, и пользоваться им будут именно простые жители окрестных районов вместе с детьми. Сама реконструкция порой вызывает у горожан вопросы. Например, недавно деревья в парке рядом с кафе «Бермет» закатали в асфальт. После шума все исправили. Оправдываться пришлось вице-мэру Рамизу Алиеву. Некоторые деревья спилили вовсе. Вот, например, видео, опубликованное изданием «Кактус Медиа». Семь с половиной тысяч сомов. Такой штраф грозит тому, кто без разрешения владельца публикует паспорт. Об этом в ЖК напомнил директор Госагентства по защите персональных данных Кутман Мамыров, отвечая на вопрос депутата Эльвиры Сұрабалдиевой. Анан соцтармактарда паспорттун сүрөтүн, паспортты көп чыгарган көрөбүз да. Ошол боюнча биздин кодекстерде деги мыйзам бузуу болуп саналабы жеке маалыматтар жөнүндө? Бүгүнкү күндө кабар боюнча Жөнөкөй жарандар мисалы бирөөнүн паспортун тапкандар бар, а бирок атайын чыгаргандар бар, бир өзүнүн бир жеке маселеси менен. Кайсы жагы мыйзам бузуу болуп калат, кайсы жагы туура болуп калат? Элге бир түшүндүрүп койсоңуздар. бул жерде мисалы үчүн эгерде бирөөнүн уруксаты жок, паспорттун данныйларын идентификациялоо мүмкүнчүлүк бере турган кылып башка бирөөгө жөнөтүлгөн болсо, бул мыйзам бузуу болуп эсептелинет. Ошол эле учурда жаран өзүнүн ыктыяры боюнча Инстаграмга өзүнүн паспорттун данныйын чыгарып жатса, бул уже общедоступный информация болуп, бул жерде мыйзам бузуу болуп эсептелинбейт. Бул боюнча түшүндүрмө иштери бүгүнкү күндө 800 адамга, 800 гос органдарынын өкүлдөрүнө бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат. Бул ЦОН, авто ГПУна, ГП кызматкерлеринин арасында түшүндүрүү тренингдер өткөрүлдү. Жакын арада медициналык кызматкерлери жана билим берүү кызматкерлеринин арасында 5000 кызматкер арасында түшүндүрүү тренингдер өткөрүлөт. Ошондо адам бирөөнүн паспортун чыгарып интернетке чыгарып койсо, бул мыйзам бузуу болуп калабы же жокпу? Тигил адам макулдугу жок болуп калат да. Бул жерде эгерде ошол жөнөтүлгөн маалымат ал кишинин полный идентификациялык мүмкүнчүлүк бергенге мүмкүнчүлүк түзсө, бул мыйзам бузуу эсептелинет. Ошондо деген бирөөнүн паспортун таап алсаң деле интернетке чыгарбай эле кой деген сөз болот, туурабы? Бул жерде ушул боюнча түшүндүктүү иштер болуп жатат. МВД тарабынан паспорттун данныйларды чыгарбоо жөнүндө түшүндүрмө иштери жүргүзүлүп жатылат. Штрафы канча болот? Азыр могу мыйзам кабыл алынса канча болуп калат ошондо? 75 расчетный показатель болуп атат, ошондо 7500 сом болуп калат штраф. Столичная мэрия закрыла 6 кладбищ для захоронения. В муниципалитете говорят, что связано это с соблюдением санитарных и экологических требований, а также нехваткой земель. Вот список отныне недоступных для захоронения кладбищ. Так, захоронения запрещены на следующих кладбищах: на пересечении улиц Ибраима Абдрахманова и Абдрашита Бердибаева, на пересечении улиц Орхон и Энисай 11 в жилом массиве Энисай, на пересечении улиц Федора Достоевского и Арстанбаб в жилом массиве Ковджар, на улице Мамбет Иманалиева в селе Ортосай, на пересечении улиц Михаила Лермонтова и Ивана Мичурина, на пересечении улицы Кыргызской и Северной объездной дороги в селе Нижняя Аларча. И традиционный бантик в конце. В аэропорту Манас заработал новый терминал, построенный в рамках масштабной реконструкции. Его ввели в эксплуатацию сегодня. В связи с этим схема движения пассажиров и посетителей изменилась. Новый вход и выход в здание аэропорта теперь расположены в западной части комплекса. Прежний вход в здание аэровокзала закрыт.
Это все, о чем я хотел рассказать сегодня. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Я традиционно напоминаю, что поддержать работу нашей платформы можно через Patreon, QR-код на который вы видите на экране. Добра вам и хладнокровия. До свидания.